коллеги, те, кто интересуется. Меня зовут Мухамбетов Рамиль Валитович. Я, можно сказать, уже бывший аспирант кафедры истории России АГУ. На данный момент прикрепился для защиты диссертации. Собственно говоря, я представитель малочисленного коренного народа, как Федя говорит. На самом деле мы являемся частью большого ногайского этноса, ногайцы-карагаши, но тем не менее есть определенное отличие наших от прочих северокавказских ногайцев. Когда слышат ногайцы, обычно представляют сразу Дагестан, Кавказ, потому что большее число представителей нашего этноса, они проживают там. А здесь наше число по последней переписи это 7500. Реальная численность несколько больше. Дело в том, что я сам, как и Федя, закончил ИСПАК, наш родной АГУ, и занимаюсь я непосредственно историческими исследованиями, занимаюсь написанием диссертаций и работаю с архивными данными. Так вот, по данным архивным 30-х годов 19 века, по ревизским сказкам, наша численность в двух селениях это где-то примерно около 5-6 тысяч. Это тогда. Как вы понимаете, за какие-то 2-3 поколения численность может вырасти вдвое, втрое. А по современной переписи, недавняя перепись дала где-то от середины 2000-х годов это где-то 4 с чем-то тысячи, вернее начало, и последняя перепись 7500. Фактически нас больше. Это связано с политикой советской, укрупнением малых народов. У нас в 30-е годы 20 века просто-напросто приписали к татарам, в число татар. А слово татарин это такое слово, если обращаться еще к дореволюционной науке, как этнографическое, историческое, это довольно-таки многозначное слово. То есть этим словом называли азербайджанские татары, если почитать Брагаус Эфра, называли и нынешних хакасов, у которых, кстати, само название Тадар, то есть татар, называли, можно сказать, кого только не называли, кумыков дагестанскими татарами, например, тоже числили, действительно, на самом деле, в исторических данных для ногайцев слово татарин это некий экзоэтноним, все тюркоязычные народы так называли. Нас, можно увидеть во всех исторических источниках, картах, летописях, ногайские татары, ногайцы. Само название, то есть это наш эндоэтноним, как мы сами себя называем, то ногай. И на самом деле, когда говорят о причислении к татарам, Пятницкий, когда нас посетил, это 1929 год, один из советских исследователей, он зафиксировал то, что карагач нугай, то есть нугай слово, оно никуда не исчезало, как в принципе и у юртовцев, мы всегда так себя называли. Но внешне, по оболочке, для администрации начинается такая чехарда, то кундрусские татары, то до того кубанские татары. В общем, это как раз лишний раз показывает необходимость более детального исследования. Кто такие ногайцы-карагаши? Ногайцы вообще это народ, который оформился в золотоордынское время. До того мы тоже, как говорится, с неба-то не упали. Были печенеги, половцы, асы до сих пор в нашей родовой этнонимии. Есть капшак, то есть половцы, или куман, например. Есть ханлы, то есть это печенеги. Есть асы, те самые асы-аланы. Это к тому, насколько древняя история. Это представители рода ас, они очень распространены среди ногайцев. Наша родоплеменная структура, она в принципе, как у всех кочевых народов, прекрасно сохранилась. У каждого рода, как у всех ногайцев, так и у ногайцев карагаши есть собственный тамга, это такое клеймо, которым метили скот. В золотоордынское время, судя по всему, те племена, которые входили в западный Улус, подчинялись Беклербеку Ногаю, они все-таки, скорее всего, приняли его имя, и по причине политической нестабильности в Золотой Орде произошло переселение междуречья Волги и Урала, тех, которые на западе, потомки половцев, гузов и так далее, асов, переселились в междуречье Волги и Урала. Это археологически легко доказывается, то есть есть материалы Федорова Давыдова, есть материалы Раиля Гумеровича Кузеева, есть материалы башкирской чежере, связанные с Ногайской Ордой, все говорят, мы пришли с Крыма, с Кавказа, с Кубани. И в XIV веке образовалась Ногайская Орда к рубежу 1380-х годов. Основатель, условный Тайдыге, там вообще это дискуссионный вопрос о том, когда само образование произошло. Тем не менее, этноним Ногай, он укрепился, распространился в этот период.
Вот. Государство, на самом деле, на постзолотоордынской всей территории, оно, можно сказать, из всех постзолотоордынских государств одно из наиболее мощных. В каждом постзолотоордынском государстве был так называемый Мангытский юрт. Это и в Казанском ханстве, это и в Большой Орде, не Ногайской, а именно в Большой Орде был Мангытский юрт на территории Днепра, который также себя именовал Ногаей. Да? В Крымском ханстве те, кто переселялся именно с Большой Орды, да, и потом впоследствии из Ногайской Орды себя Ногаями называли, другое название Мансуры. Как Вадим Винцевич Трепалов, да, это ведущий ногаевед в России и в мире, говорит, этноним Ногай был распространен и в Астраханском ханстве, и в Большой Орде, и в Крымском ханстве, то есть совсем неверно нас ограничивать только Ногайской Ордой. Впоследствии, к сожалению, да, после вот такого огромного, да, гегемонии, такой, да, политической власти, можно сказать, силы, могущества, благополучно наступил период феодальной разбробленности, как Ярослав Мудрый, да, мудро разделил между своими сыновьями, также, да, Эдыгей между своими сыновьями разделил уделы, в конце концов они между собой, эти мурзы, благополучно перессорились, и появились группировки, да, сначала раскол на Большую и Малую Ногайскую Орды. Малые Ногаи, они, да, на месте развалившейся Большой Орды образовались. Вот, там то население, которое было в Большой Орде, тоже туда вошло. Вот, и как раз с малыми Ногаями связана предыстория ногайцев Карагашей. Да, то есть те, кто ушел туда, да, конфликт Исмаил Би и Юсуф Би, те, кто вернулись на самом деле на Северный Кавказ, из которого когда-то предки Междуречья Волги-Урала перешли, вот, закрепились на территории Кубани, во всех источниках, опять-таки, кубанские татары. Вот. И в подданство Крыма. Крым, как вы помните, перешел в подданство Оттоманской, Османской империи. Вот. И это предопределило, можно сказать, да, судьбу нашу. На той территории мы появились, выйдя из Астраханского ханства. Вот я специально Федю немножко поправлю. Мы-то здесь и жили, и здесь жили, и там жили. Определить нашу территорию еще очень трудно по той простой причине, что мы были кочевники. Вот. И жили какое-то время, не тужили. Мало Ногай, да, он и набеги делал. Можно почитать замечательные статьи Грибовского, Сеня, да, о том, как в 18 веке, 1710-х и так далее, да, до середины 18 века долбили среднюю полосу вместе с калмыками. Затем настал час расплаты в 1740 годам, да, очередная русско-турецкая, соответственно, и Крымская война. Наши предки попадают в плен к регулярным русским войскам и калмыкам. И к рубежу 1740 годов мы попадаем вновь на территорию Астраханской губернии, тогда сейчас в области. Вот, и кочуем совместно с калмыками, входя, да, в их улусную систему. В 1790-х годах посетил Ян Потоцкий и описывает тогда и вот это слово, да, кундурский татарин, да, Фондроу, это то слово, которым называли тех ногайцев, кто попал в зависимость калмыкам. Это ногайцы частично юртовцы, да, это Фондроу. И, соответственно, уже устоявшийся термин у калмыков переходит в русскую администрацию, фондовские татары, и переходит на нас, хотя мы сами себя так никогда не называли. Когда нас спрашивают, ты Фондрау или нет, мы, конечно, говорим, что мы не Фондрау, Фондрау это другая группа. Да, луганская группа, да. Это та, которая еще раньше попала, в 1720-х годах с Терека переведена сюда. Вот, исторически то также мы все нагайцы, то есть вот. Как вы знаете, произошел к рубежу 50-60-х годов побег Джунгар, переход обратно в Китай. Это недовольство русской администрации, не дали селиться, велели принимать христианство. Да, те, естественно, не согласились селиться, раз не дают, там еще подстрекают, да, тибетские ламы, возвращаются в Китай. Земли пустуют, мы остаемся на этих землях, и нам дают два села. В 1780-х годах это Сиитовка и Хажатаевка. Первые два ногайских, именно Карагаши ногайцев, оседлых села. У юртцев они были, они со времен Астраханского ханства жили. Вот. И мы отличаемся от юртцев тем, что мы вели степной кочевой образ жизни, вот, и полуоседлые. Да? С того времени начинается именно история ногайцев Карагаши как некой обособленной группы. Вот. Мы от ногайцев Северного Кавказа, да, можно сказать, начинаем, да, быть отрезанными. Вот. И общение наше, да, оно как бы сокращается. Хотя еще в середине 19 века Павел Иванович Небольсин рассказывал то, что у некоторых Карагашей есть родня в ауле Беймурзы, это
территория Минводка, Минводы, вот там, да, еще сохранялись какие-то. Ну, естественно, да, в 19 веке далее мы все более и более обособлялись. Вот, и у нас сформировался собственный, да, так скажем, некоторые говорят диалект, некоторые говорят язык на ногайской, да, основе. К началу 20 века вот, такое, да, интересное движение было, джадидизм, да, и один из деятелей вышел этого джадидизма из среды ногайцев Карагаши, который чуть было не стал муфтием всей Астраханской области. Это Абдурахман Исмаил Чумеров, такая известная личность. Вот. И, естественно, да, для них на то время было более свойственно даже мусульманское самосознание, нежели чем, да, этническое. Тем не менее, в своих, да, произведениях он слово «нугай» активно использовал, выпустил книгу «Нугай Джарлараш», то есть, на самом деле, ногайское самосознание никуда не девалось. Опять-таки, Павел Иванович Небольсин, прекрасно, да, зная, что это ногайцы, то, что переселились с территории Пятигорья, Кубани, вот, он это все прекрасно описывает. Быт. Вот. Одежда наша, да, она от одежды северокавказских ногайцев сильно не отличалась. Отличие только то, что мало было тех, кто носил газыри. Газыри это такой предмет, да, газыри были у того, у кого было ружье, то, да, соответственно, военную службу носил. Мало таких примеров, когда носили газыри ногайцы Карагаши. Вот у меня есть костюм с газырями, да, мне некоторые, так скажем, предъявляют, а чего ты это одел северокавказскую одежду? Я же говорю то, что, ну, некоторые носили. Вот. И одежда, да, это папаха, черкеска, да, или бешмет, это пояс наборный или попроще, да, кушак. Вот. Что касается быта, да, он был у нас связан с Качевем, была большая юрта, это называлось в Перме, по типу, да, сходному с калмыцким. На самом деле с калмыками здесь связь, я думаю, не совсем верно проводить. Более древние, это половецкие, да, вежи, так скажем, да, те же юрты, они были как раз таки с ровными жердями, то есть более древние на самом деле, чем там у казах, у кыргызов, формы юрты. Вот. И что касается, да, быта, он, естественно, был связан именно с кочевем, да, и потом уже полукочевой, да, начали переходить на оседлость, заниматься, да, перенимать у юртусов некоторые, да, элементы овощеводства, да, овощеводства, некоторые нанимались в юртовские села. Вот. И сильное влияние поволжских татар, да, вот это, может быть, как сказать, в силу того, что значительно более культурно развитые, да, в этом отношении именно такая, да, более богатая, так скажем, оседлая культура, она повлияла, как правило, учителя в медресе, да, или в мектебах, то есть в школах были татары. Постепенно все больше и больше это влияние, потом еще и в 30-м годам нас отнесли к татарам. В школах преподавался литературный татарский язык. На самом деле литературный татарский язык, да, он, ну, если, например, юртовцы, да, во многом восприняли, да, для нас это все-таки, да, мы прекрасно понимаем, что это не наш язык, он отличается. Тем не менее, старики до сих пор поют. Как, в принципе, Федя в своих лекциях отмечал, что касается такого бытового самосознания, где-то даже выгоднее, да, продвинуться по служебной лестнице или еще что-то, да, принадлежность к тому народу, который второй по численности во всей России, да, там, институты, своя автономия, нам же, нагайцам, да, эти все благ не перепало, да, и такое постепенно засасывание в татарскую сторону оно пошло. Слава Всевышнему, к 80-м годам у нас как бы наше горе, наша беда и наше счастье одновременно, это, да, Астрахань-Газпром. Обнаружили залежи нефти и газа, начали, да, эту тему активно поднимать. Вот. И из этой санитарной зоны, да, появилась необходимость выселить людей, потому что люди уже, да, начали рождаться с отклонениями, разного рода онкологии и тому подобное. Это, естественно, не только нас коснулось, просто мы малочисленный народ, и поэтому, как бы, можно сказать, больнее, что ли, восприняли это. Вот. Одновременно Астрахань-Газпром выступил основным, да, спонсором всех тех культурных мероприятий. Спасибо Равилю Утюмхамедовичу Джуману, который, да, эту работу вел. И на этой волне, как-то ни странно, да, волна ногайского самосознания, пробуждения у нас произошла. Вот, как я упомянул, Равиль Утюмхамедович Джуман, мой научный руководитель Виктор Михайлович Викторин, который с 70-х годов совместно с Леонидом Султановичем Арслановым проводил полевые
да, этнографические экспедиции. Если, например, Леонид Султан Шарсланов, первый, кто наш язык, да, научно исследовал, он занимался именно лексикой, да, и лексикографией, вопросами, да, вот именно связанными с языком, диалектом, то Виктор Михайлович Викторин в основном фиксировал нашу этнографию, да, происхождение, рода, там, типа одежды и тому подобные вопросы. И эти два человека совместно, естественно, с Равилем Утюг-Мухаммед Жумановым, им удалось такую волну поднять, да, можно сказать, создать некий резонанс. Вот, кстати, Альмир Дамирович Мусаев, он прямой ученик Равиля Утюг-Мухаммед Жуманова. Вот, и, можно сказать, произошло некоторое культурное возрождение. Что касается, да, нашего языка. Почему язык нагайский? Язык на самом деле нагайский в основе. В чем вся прелесть нас, да, например, меня, вот моего товарища Реваза Ибрагимова, Амира Дамировича Мусаева, да, мы этим языком в большей или меньшей степени владеем, являемся представителями народа. Вот. И поэтому мы можем более-менее адекватно судить о том, да, насколько он, этот язык нагайский, либо татарский, либо какой-то самобытный, самостоятельный, да, насколько мы, можно сказать, да, в своем мироощущении, да, самосознании там, отдалились или приблизились. Поэтому очень правильно, на самом деле, Федя действует в непосредственном близком контакте. Вот, мы, так сказать, взаимодействуем. Язык в основе карагаш-ногайский, да, я буду говорить, что это диалект, это будет, думаю, более правильно, да, и политически, и научно. Он, карагаш-ногайский, в основе своей ногайский. То есть, если, например, приводить пример, я сам не являюсь профессиональным, да, лингвистом, я в большей степени историк, но носитель, могу некоторые, да, моменты разъяснить, уже как бы зная изнутри. Почему ногайский? Да? Вот, например, как образуется инфинитив в карагаш-ногайском и ногайском диалекте. Если в татарском, да, например, фраза «нужно пойти» звучит как «барыга керяк», да, на казахском «баруга керек», то на ногайском и карагаш-ногайском звучит как «бармага керек». Как вот то же самое, да, с кумыкским. Кстати, о языке, да, язык ногайский входит Кыпчако-ногайскую группу языков, входит в алтайскую семью, да, совместно с казахским каракалпакским, но есть альтернативные, да, или более ранние точки зрения. Это связь с крымско-татарским, кумыкским, карачаево-балкарским, это половецкая, да, группа языков. Мое мнение, да, я следую в этом Анне Владимировне Дыба, то, что изначально было больше, да, вот, так скажем, половецких черт в языке и агузских в языке, которые впоследствии, да, за счет контакта, вот этого переселения, заместились. В некоторых текстах на карагаш-ногайском 19 и начала 20-го, у Мошкова, например, встречается вместо со словом таз, да, это таз, это камень, таш, там, например, где бас, баш, то есть это то, что для крымских татар, для кумыков свойственно. Это половецкая кыпчакская группа языков. Вот. Что касается словообразования, вообще язык ногайско-карагаши, как и вообще все тюркские языки, это агглюнативный язык. То есть, если надо построить какое-то предложение, там, да, какую-то фразу, зачастую необходимо присоединять к основе такие, да, вагоны, кирпичики. Например, я хочу сказать дом, да, я говорю «үй», это дом. Хочу сказать дома, прибавляю суффикс «лер», да, «лер» или «лар», в данном случае «лер», да, по закону семейного урбанизма, «үй», «лер». Хочу сказать наши дома, да, «үй», «лер», «мыс», то есть «мыс» прибавил, появилось «наши». Если в татарском было бы «быс», а у нас именно «мыс», как вот в кыпчакских, именно ногайско-кыпчакских языках, «үй», «лер», «мыс». Если хочу сказать в наших домах внутри, вернее, в наших домах, «үй», «лер», «мыс», да, то есть в наших домах, добавляю суффикс еще, ну, так скажем, да, то есть внутри. Если к ним относящийся, добавляю дагы, «үй», дагы, то есть к нашим домам относящийся, и так далее, и тому подобное. Можно таких монстров составить на этой основе, да. Вот. В чем отличие, например, от казахского или от татарского? Вот, например, слово «кетеда» уходит. По-татарски это звучить будет как «китя». Да, вот это «д», которое есть и в юртовском, и в нашем, оно в татарском языке отсутствует, потому что это булгаро-кыпчакский язык, это другая группа. Вот. А у нас оно есть, да, «кетеда». Тот человек, который идет, да, это, так скажем, да, это свойство действия. Если кстати, по-казахски тоже будет «кетеда». Вот. Свойство действия, да, это, как правильно сказать,
то, что сейчас происходит. Человек, который идет, будет барадаган, литературно на нагайском баратаган, да, на татарском бараттурган, да, кшир, там бараттурган, на казахском баратын. То есть вроде бы там, ну, на слух трудно сразу воспринять, однако эта разница она есть. Видно сразу, да, так скажем, то, что куда ближе нам это литература нагайский. Вот. Дальше, еще такие примеры с языком связаны. Это, что касается грамматики, да, использование частицы туол или ту. Да. Если, например, в казахском используется частица емес отрицательная, да, например, керег емес не надо. То же самое в каракалпакском, да, и узбекском. То в нагайском используется частица туол или ту. Керег ту. Да. По-кумыкски тар тугуль, дугуль, тугуль, да, например. На татарском керяк тугель, да, у нас тоже керяк тугуль. То есть видно, как где язык развивался. Очень многие черты агузские. Агузская черта в нагайском языке, да, это ёканье. Отличие, опять-таки, карагаш-ногайского от литературы нагайского, то, что нам свойственно джоканье. Во многих словах, так же, как крымские нагайцы, мы джокаем. Если литературно, допустим, послал, это будет там еберда или ебереда посылай, да, то в карагаш-ногайском это будет чевереда. Это чевереда это сиитовский. Внутри карагаш-ногайского еще внутри есть разделение на сиитовский, поддиалект и хажитайский. Хажитайский они джокают, а сиитовские чокают. То есть еще по вот этому произношению звуков можно определить, да, откуда, с какой группы этот человек, или по крайней мере где живет. Вот. Кроме того, словарный запас, да, вот, как мы определяем, да, например, что наше, что не наше, наше или не наше. По антропологии за счет смешанных браков определять тяжеловато стало, да, но антропологически, тем не менее, мы более европеоидные, чем, например, казахи с калмыками, но куда более монголоидные, чем казанские татары. Вот. По словарному запасу, да, вроде рядом с казахами живем, да, многие сильно-то, наверное, различий не видят, представители славянских народов. На самом деле и обряды цикла отличаются, там, например, да, и танцы отличаются, и отличается словарный запас. Вот то, что, например, на казахском звучит как курпе, там, или тон курпе, это одеяло, а на гайском звучит как юркан, литературно, на карагашском джуркан. А хлеб, вот, как раз упомянул Федя, слово хлеб на казахском звучит как на татарском, как литературном, как икмек, в юртуском это опей, там более ранее икпек, да, на нагайском карагашском звучит как икпек, литературно на нагайском как икпек. То есть, ну, сразу видно, что язык у нас все-таки нагайский. И этот кодекс Куманикус. Да, я хотел сказать, да, вот, замечательно, что Амир Дамирович напомнил, у меня уж из головы вылетело. Корень нашего языка, да, как сказать, каким образом происхождение языка, да, выяснить, уточнить. Есть такой замечательный памятник половецкого, да, куманского языка, как кодекс Куманикус, это 12-13 века, да, зафиксировано в Крыму. Многие слова, которые используются тогда, они до сих пор используют. Слово «эдмек», например, да, в кумыкском и кодексе Куманикусе, в нагайском звучит как «эдпек». То есть некоторое озвончение, да, в сторону восточно-кыпчакского произошло, тем не менее основа осталась. Слово такое, как «ялгау», звучит как «сковорода» в куманском языке, половецком. В современном нагайском оно означает «черпак». Опять-таки продолжу бытовые слова. То, что в казахском, да, вот этот черпак звучит как «ужал», у нас оно звучит как «шомака». Шомака. Да, шумыш это более маленький, который поломчик, который черпает, да, именно наливает, разливательный, да. Опять-таки тамга такая была, тавро, шумыш называется. Вот. Что касается музыкальной культуры, она у нас вместе с нагайцами-юртусами вращается вокруг саза кабал. Саз это такая маленькая саратовская гармошка, кабал это бубен. Есть еще скрипка. В описании Самуил Мелина середины 18 века он описывает то, что использовали кобас. То есть это струнный музыкальный инструмент, выдолбленный такой. Вот. Да, можно назвать степной виолончелью, можно с гудком сравнить, можно сравнить с шишепчином, который есть у адыгских народов. И на самом деле история похожая. Если у адыгских народов гармонь пришла к нему на смену, то же самое у нас произошло. Вот. Те же мелодии, они никуда не делись, просто переосмыслены на
сази, вот на саратовском сазе, да, на гармошке, и бубен. Отличие, да, от казахской культуры, то, что в казахской культуре, как правило, не было танцев мужских. Сейчас вот такая знаменитая уже стала Каражорова, да, это все-таки новодел, который с Уралманами попал, да, с Индиано-Ингушского автономного округа, вот, на территорию Казахстана, и они начали ее везде, так скажем, да, внедрять. У нас необходимости в таком новоделе нет, у нас есть, да, собственные танцы у кубанских нагайцев, это узунбию, там тугурек, да, отличающиеся от лезгинки, да. Каранагайцы танцуют лезгинку, вот. А у нас собственные танцы, которые, можно было бы сказать, что не имели аналогов. Я бы и сказал до недавнего времени, пока не увидел абхазские танцы. Оказалось, что абхазские танцы, ну, по рисунку очень похожи, и мелодика, видимо, это в период пребывания на Северном Кавказе, вот эта общая культура сформировалась, а здесь она как бы несколько переначена на местный лад. Вот. Те танцы, которые мы танцуем, казанские татары их не танцуют. То есть и рисунок танца другой, и музыка просто вот на какой-то, да, обывательский взгляд зачастую не видит этих отличий. На самом деле сами они эти отличия прекрасно видят. Сейчас же наша проблема, да, в связи с тем, что вот санитарную зону открыли, началось переселение, да, и я же говорю, многие, кто у нас, большинство работает в этом Газпроме, вот, и, как говорится, в ус не дует и радуется. А с другой стороны, переселение, да, из санитарной зоны, оно вызвало что? Если у нас раньше были, да, наши компактные села, я их не назвал, Джанай, Сиитлер, Хожатай. Хожатай практически не остался, Сиютки тоже очень мало кто живет, по-нагайски Сиитлер. Подчалык, Куянлы, Брянский, Белячный, да, Найманаул, там Бузан, Лапас, у нас называют, да, кодовое название в Лапландии, самый дальний северный нагайский аул, единственный в Харабалинском районе. Вот. С переселением, естественно, да, у нас было место, где мы могли компактно, да, как сказать, сохранять и консервировать свою культуру, браки заключать между собой, говорить на своем языке. Переселились в город, соответственно, язык, да, не то, что у нас у всех остальных народов забывается, переходим массово на язык русский, преподавание только в 2 школах, и то в качестве факультатива нагайского литературного языка, который на самом деле не совсем подходит, да, под тот идиом, на котором мы разговариваем, оно приводит, да, таким очень, да, печальным процессом, забывается о том, кто мы, наша история, да, как такая тоже забывается, но на самом деле государство создает возможности и прецеденты к тому, чтобы все это, да, возрождать, поддерживать, необходимость собственном, да, в нашем собственном, так сказать, собственной мобилизации. Пока мы сами не возьмемся, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Пока сами не возьмемся, ничего не изменится, да. Тот процесс, который, да, ну, на самом деле, мы состоим в одной организации с Эльдаршем Лучшим Идрисом. Мы все делаем совместно, буквально сегодня я виделся, да. Вот. Тем не менее, да, тот опыт, который мы до того, да, и я в том числе пытались произвести, да, с перенесением культуры северокавказских нагайцев на нашу почву, да, ну, не удался. Не воспринимается это как свое, вот, потому что у нас, можно сказать, да, за такой долгий период, 250 лет, немало, сформировался собственный диалект, собственная некая культура, да, которая отличается. Вот. И есть необходимость в том, чтобы перенаправить, да, как бы приспособить к литературный нагайский язык, к диалекту, и диалект привести к норме. Да. Этим, собственно говоря, и занимаемся. То есть, вообще карараш-ногайский диалект или язык, да, он бесписьменный. Письменностью пользуются в советское время, да, соседних народов. На татарском обучали, многие, да, я вот еду в село как раз, да, вот, например, Джанай, сидит дедушка, это как раз о полевых исследованиях, поет песни на ногайском, да, на карараш-ногайском нашем диалекте, открывает тетрадку, там все на татарском. И, причем и написано на татарском с согласовками. Там я ничего, ну, не в зуб ногой, как баран смотрит на новые ворота. Примерно так же я на татарский текст, потому что я уже более заточен на литературу ногайский, да. Вот. А ему как будто так и надо. Я, говорит, пишу на татарском, пою на ногайском. Вот. А молодое поколение не знакомо ему ни литература на ногайской норме в должной степени, да, не вошла она в быт, и татарская. И мы решили, да, так собрались, между собой подумали, что нужно сделать. Необходимо использовать письменность общую ногайскую, да,
и привести ее, как скажем, в соответствии с диалектом карагаш-ногайским. Куда более удобное, на самом деле, для записи специфических звуков ногайского языка. В чем, да, преимущество над татарской или казахской письменностью у общеногайской? Используется сочетание букв. Если в казахском используется такая специфическая буква, да, О и черточка посередине, то в ногайском О и мягкий знак. Это же проще набрать. Для Н, да, звука Н, да, с хвостиком в казахском татарском у нас Н и твердый знак. Там, ну, буква Ж, К, там, они по ситуационно, да, по ситуации видно, где какая буква произносится. Для буквы Ü, да, вот Ü слово, У такая, как бы, как Y используется в казахском и в татарском, а в нашем случае используется У и мягкий знак. Нам не нужны специальные шрифтовые кассы, да, что-то там, устанавливать какой-то дополнительный шрифт, да, там, в винде или же там, например, да, на андроиде или еще где-то. Можно замечательно обходиться теми буквами, да, которые есть в русском алфавите. То есть, ну, еще одна проблема, да, это то, что нет ни журналов, ни газет, ни телевидения, ни радио на карагаш-ногайском диалекте. Книги на литературном ногайском, вот мне буквально сегодня Ильдар Шамилович Идрисов дал словарь, да, вот, ногайско-русский словарь, прекрасно все написано, расписано, да, и замечательно, да, вот, но для нас карагаш-ногай, да, это, ну, на самом деле большой подарок. Тем не менее, для того, чтобы его освоить, да, этот ногайско-русский словарь, необходимо это все, да, несколько переиначить для нашего диалекта. Вот. И что касается языка, язык, он, как правило, да, понятно, в большей степени сохраняется в селах. Вот. Есть у нас и эпические, да, произведения, песни, и это все зафиксировано в основном еще в арабо-письменный период, да, когда мы использовали, да, поволжские тюрки, когда использовали арабскую графику. Вот. Такой интересный парадокс. На самом деле, да, фактически создатель литературы ногайского языка Абдулхамид Шершембей Женебек, он ногайс-карагаш из рода Сиит-Алтая, то есть это мой род, чем я безмерно горжусь. А язык, да, литературный, он все-таки довольно отличается от того языка, на котором мы говорим. Еще об особенности языка мы говорим, например, да, барватр. Если литературный будет барьятр, да, идет человек, барьятр идет, мы говорим барватр, как казахи. Если сага или мага, да, сага это тебе, мага это мне, но литературном ногайском мы говорим саган-маган, как казахи. То есть, что касается татарского, да, некоторые татарские слова или же произношение проникло, да, в карагаш-ногайский диалект. Например, если литературно на ногайском лес это будет орман, да, и наши старики говорили именно так, да, то поколение, которое на татарском учился, оно урман произносит. Там, например, слово ветер звучит на литературном ногайском как ель, да, на казахском жель, да, мы говорим джель или джиль, некоторые говорят, за счет татарского влияния. Там кит вместо кет и тому подобные прелести. Вот. Если так посмотреть, по большому счету, да, корпус проблем большой. Одна из проблем то, что люди до сих пор продолжают себя числить татарами, ну, по своему удобству и так далее. Вот. И мы, как сказать, проводя, да, определенную работу по возрождению самосознания, поняли, что необходимы какие-то лекции, да, там, в клубах. Но по клубам-то не наедешься, денег нам не выделяют на это дело, да, надо гранты выбивать. Пока грантов не выбили, приходится самим. Дошли до того, что необходимы лекции, да, начали серию лекций по основам карагаш-ногайского языка. Вот. И флаг разработали на основе общеногайского, да, именно с надписью карагаш-ногайлар, с целью, чтобы было видно, что ногайлар, а не татарлар, да, то есть, вот, на флаге тамга того самого Беклербека Ногая, вот, в кругу, да, ну, для удобства, так оно на монете, сверху, да, кириллица, которую мы пользуемся, карагаш-ногайлар, да, вот, снизу латиница, так как большинство, да, на самом деле, этнических ногайцев проживает в Турции, чтобы им тоже было понятно. Вот, флаг красный, потому что, да, в русских летописях, да, например, сейчас даже не припомню, это Лаврентьевская или Патьевская, захват Москвы, вернее, осаду Москвы Беклербеком Эдеги, основателем Ногайской Орды, там именно красный флаг. И Илья Челеби в 16 веке описывает флаг ногайцев Малой Орды именно как красный. Вот.
полевые данные, да, в местах проживания кубанских нагайцев среди карагашей тоже показывают, что флаг был красный. С этой целью, да, мы как бы вот разработали этот флаг и везде его, да, стараемся как бы показывать, чтобы было видно. Я же говорю, есть определенное отличие карагаш ногаев от всех прочих, да, групп. На самом деле территориальные группы нагайцев другие существуют. Это кубанские нагайцы, крымские нагайцы, каран нагайцы, ставропольские, да, Ейнсан, Ембойлук. Сейчас уже, да, за счет мухаджирского движения группа турецкие нагайцы, которые на самом деле там очень разношерстная такая публика, в Румынии проживают, в Болгарии. И сейчас такой, да, можно сказать, подъем национального сознания, который в 80-е годы начался, он продолжается, да, как снежный ком нарастает, мы стараемся эту лепту уносить. Вот. Но работа на какую-то общую нагайскую культуру, да, только вот по одному лекалу, она себя не оправдывает. Необходимо уже, да, именно обращать внимание на субэтнические отличия. И в этом заключается залог как бы продвижения. В принципе, у меня все. Вот. Если какие-то вопросы есть, я рад буду ответить. Если нет вопросов, я следующего лектора приглашу. Вот. У меня вопрос по поводу флага. А почему там надписи на флагах мира, там, стран? Вроде как надписи нет. Ну, цель специально акцентировать на субэтносе, так как этот флаг предназначен, разрабатывался, да, для субэтноса. Общий нагайский флаг красный, да, он без надписи, просто вот, да, тамга, то все то же самое, только без надписи. А так как мы хотим, да, и занимаемся, вот наш проект Карагаш Новый Project, он акцентирует внимание именно на нашем субэтносе, вот, на возрождении нашего субэтноса, а с этой целью, да, слово Карагаш Ногай внесли. Слово Карагаш, оно на самом деле далеко же непростое. Оно, как сказать, до конца не изучено вообще происхождение. Если, например, Владимир Юрьевич Штрипалов говорит, то, что это Карагаш Кыпчаки, да, в составе, ну, в архивном документе упоминается, да. Есть еще местность, Темнолесская, кто ездил по Ставропольскому краю, видел, есть. Вот другое нагайское название Карагаш. Есть лес Карагаш около аула Козылтогай в Ногайском районе Карачаево-Черкесии. Это наши ближайшие родственники, кубанские нагайцы. Еще среди топонимов в Осетии, там где нагайцы некоторые проживали, тоже есть топоним Карагаш. Вот. Есть Карагаш на территории Муцалау, да, на территории Дагестана, там где тоже наши по Тереку и Куме до прихода восстания кочевали, и в Дагестане тоже проживали. Там тоже этот Карагаш есть. И вот этот Карагаш, оно как бы полностью, можно сказать, нас, как сказать, ну, полностью нас как бы мобилизирует, что ли, оно позволяет много пронести. Дело в том, что на территории Казахстана проживают потомки нагайцев Карагашей, которые числятся как нагайский род, хазарский род Карагаш уже. Вот, и да, очень слабо представлять себе, откуда они, кто они, то ли мы татары, то ли еще кто. Вот. А тут раз, слово Карагаш и Ногайлар. Оно, да, это все позволяет сразу много, да, то есть семантика такая. А последний когда? А внизу английские буквы? Латиница, да. Это турецкая латиница. Турки, как вы помните, используют латиницу. Кириллицы они не знают попросту. Те, кто в Турции из нагайцев живет. Но чтобы они могли прочесть и понять, а может быть и отозваться, может быть там кто-то из наших живет, мы поэтому продублировали. Спасибо большое за вопрос. Так, позовем Федю.